Финансовые трудности, пандемия коронавируса и другие факторы стали препятствием для окончания работ в срок. Однако сегодня уже можно говорить о том, что строительство и установка статуи на финишной прямой. Остались мелкие штрихи. Напомню, что статуя Будды состоит из 3 частей, которые сейчас после транспортировки на гору Дөге уже соединены. Дело остается за малым – покрасить место стыков золотистой краской и установить на постамент, где еще продолжаются сварочные работы. Как сообщает Буян-Башкы, в установке на постамент возможно, поможет военный вертолет. К счастью, много добрых людей. Есть предложение попросить военный вертолет, который поднимает 30 тонн. А наша вот эта статуя, она 7 тонн всего. Но также есть у нас бизнесмены, крупные бизнесмены, которые имеют хорошие краны, которые могут поднять там до 30 метров, до 30 тонн. И, естественно, мы с ними поговорили, они с удовольствием, с радостью обещали нам помочь. В начале сентября мы поднимем статую Будду на постамент. На горе Дөге каждый день работают до 5 человек. Помогать в этом благом деле приходят и неравнодушные люди. Помогают, чем могут. То обедом накормят, то руками помогут. Как сообщают сами рабочие, помощь никогда не бывает лишней. Краска хангчмда хойглап айлдап турар. Юш гижимда резүп залаштыра бир сваршик бар. Амендам хангчна нарам. Бижгзарлер айтып бердим бунда. Бригадирний отында. Чоомдукка хөвскеп айтырта турар. Атканнар бо Росгвардия. База ханам Тоды Санкт-Петербург старгэргэшмда хангчна зэвчичи залажга аккыш бар. Эбэш Скадалстар мөргүжиг этрэр програмын ам жадырхалчтай индустрия уже улсэт прогресс програмгаш идэгэл бу кисимэрдэ амда нэгрэв уже чүдвэ лейверген докторлоо аняга скан чүд үргүж магнажмент этрэр үргүж этрэр хыркан жадыг шоппус этрэр мэтлэр хандаза. Как говорят верующие, установка статуи Будды для жителей Тувы – это долгожданное событие. Я думаю, что событие значимое, долгожданное, да, действительно, потому что очень долго люди надеялись, что наконец-то на этой горе будет какой-то памятник, какой-то монумент. Ведь для тувинского народа это считается священная гора, и каждый год сюда поднимаются люди. Çeydişkin boptrar çüvederge anya köskenlerge dağıldı. Çele şarjın çüdüdöz ayı ile Buda burgaga çüdüp çörür boğanızdan çele danıştın. Biske en ulu örüşkü деп подобтреждмен. Внутри статуи будут заложены священные книги, мантры, тексты с молитвами и другие буддийские атрибуты. Мы будем внутри закладывать священные предметы. Внутри статуи она пустая, полая. Там будет сутры, мантры, буддийские тексты полностью. Внизу постамента там 2 отсека. В одном отсеке должно быть подношение от верующих, от людей. Там могут быть это благовония, различные травы, потом различные зерновые культуры, золото, серебро, сухофрукты, белая еда, ну, естественно, сухая белая еда, сухое молоко там. И такие подношения должны закладываться от человека, от семьи или от районов, от поселка, вот так. Об этом я буду хорошо напишу, объясню, пока торопиться не надо. На вершине горы можно заметить мусор, который, к сожалению, иногда оставляют люди. Буян-Башкы призывает всех жителей столицы, а в особенности верующих, делать подношения правильно и не вредить природе. Подношения можно и нужно делать объектам святым, объектам
каким-то нашим святым местам, природе, земле. Это надо. Но это нужно делать аккуратно, чисто, без мусора и там потом. Например, молоко принесли, побрызгали, вот эту упаковку с собой взяли и хорошо. Если там это печенье или булочки, мучные изделия, они сами разлагаются, это нормально. Но конфеты, там, обертка, вот эти тоже, конечно, нужно обертку снимать. И много не надо, мало сделали и все, хватит, нормально. 9-метровую Будду установят на 12-метровый постамент. Таким образом, общая высота составит 21 метр. Своим присутствием Будда Шакьямуни будет благословлять всех жителей республики. Айраса, Владимир Сюртов, Миран Ирбит, Тува 24.